Ассаламу алейкум всему войнахскому народу, нашим братьям, чеченцам, ингушам от карачаево-балкарского народа. Большое спасибо вам за поддержку. Сегодня мы в очередной раз собрались для того, чтобы помянуть наших братьев, которые погибли, которые умерли, которые не смогли вынести тех тягот той страшной трагедии, которая произошла в те страшные времена. И сейчас я попрошу всех сделать вместе с нами дуа и попросим милости и прощения у Всевышнего Аллаха для тех, кто погиб в те трагические дни, в те трагические времена. Аминь. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум, салам ашаду, вы кегишнахигаду, салам ашаду. Сегодня мы, войнахи, приехали к вам, к нашим братьям, чтобы разделить вместе с вами ту боль, которую вы испытали 77 лет назад, когда выселяли балкарский народ. Когда наши деды воевали на фронтах Великой Отечественной войны, проявляя мужество и героизм в войне с фашистской Германией, не меньший деспот, чем Гитлер, Сталин, собрал нас и выслал. Гитлер, не менее кровожадный и не менее коварный, запустил кровавую машину геноцида наших народов. Уж кому, как не нам, чеченцам, ингушам, знать, через что вы прошли. Ведь 2 неделями ранее по этой скорбной дороге уже прошли вагоны с вашими братьями-войнахами. Сегодня у наших братьев Диазет. Мы выражаем вам наши соболезнования и делаем дуа, и просим у Всевышнего рая для наших отцов и матерей, братьев и сестер. Порождение ада Сталин, Берия и их приспешники хотели разделить нас, лишить нас Родины. Их цель состояла в том, чтобы мы перестали существовать как народ. Но враг не ведал, что вся сила и мощь принадлежит только Аллаху. Тот, почему приказу нас отправили на вымирание, не смог нас разделить. Он не смог разделить даже наших погибших. Я не оговорился. Они не умерли, они именно погибли, непокоренными и с верой в Аллаха. Так вот, наши погибшие лежат рядом, вдоль всего скорбного пути в Казахстан. В холодных степях Казахстана наши братья и сестры похоронены на одних кладбищах. И в один день, вопреки всему, и по воле Аллаха, мы вернулись домой, и мы рядом. Мы здесь у себя дома, у наших братьев-балкарцев. Нам не дано приумножить славу наших предков, но мы должны передать нашим потомкам их славные дела, их славные имена. Они, наши потомки, должны знать, что рождены и живут на Кавказе только потому, что наши отцы крепко держались за нашу веру, за наши адаты, что всегда честь была превыше жизни и смерти. Наши потомки должны знать, что никогда не будет для нас праздником ни 28 февраля, ни 8 марта. Для нас это дни скорби. По нашим отцам, по нашим матерям, по нашим братьям и сестрам. Я хочу от имени чеченцев и ингушей, от всего войнахского народа выразить братьям-балкарцам наши соболезнования. Главное, чтобы вместе шли по жизни, только укрепляли дружбу. Обязательно, обязательно, обязательно. Горести такие же, через такие невзгоды. Дай Бог, чтобы всегда в мире все согласны. Самое главное, что мы наши потомки наши, чтобы не забывали всю эту трагедию, и чтобы это больше не повторялось ни с каким нарушением. Я Созай Муаттал, председатель баш-туры балкарского народа. Мы сегодня собрались, траур, который остался нашему балкарскому народу, то, что мы испытали, наши братья, сколько пострадали, сколько всего произошло, все пересказать невозможно. Все невозможно. Это боль, да. Мы ингуши, чеченцы, карачайцы, это вместе испытали все это трудности. Это никому неведомо. Никогда никто это не поймет. Никогда никто не поймет. Но тоже поддержу то, что сказано с братом. Тоже пожелаем, чтобы все это самое, чтобы для наших народов, чтобы никогда все это не повторилось никому, вообще никому народов. Вот. Дай Аллах, чтобы у нас все было
все были живы, здоровы. Мы сегодня приехали в Нальчик поддержать свой братский народ, балкарский народ. Сегодня праздничный день. Ровно 70 лет назад, 77 лет назад, ровно в 1944 году, праздничный день был выслан наш братский народ, балкарский народ весь, был геноцид. Мы хотим соболезнования выразить свое, поэтому приехали к своим братьям, поддержать их. Я Хамзат Ахматов, я председатель Совета старейшин селения Былым в Эльбрусском районе. Во-первых, хочу вам сказать большое спасибо за поддержку в этот день. Всем известно, что эта трагедия была для истребления, просто истребления нас с лица земли. Но, слава Аллаху, мы выжили. Аллах помог. Аллах ашкур. Как видите, потихоньку поднимаемся. Но этот след, конечно... Его телефон надо записать. Но этот след, конечно, останется на века. Сегодня вы видите, здесь присутствует делегация из Чечни и Ингушетии от братского войнавского народа. Скажите, что вы испытываете, видя вот эти флаги двух республик, видя ваших братьев? Какие у вас есть чувства? Я восполнен душой. Мы, Кавказ, великий чем? Тем, что мы едины будем. Только это может нас и сегодня спасти. Мы должны это знать, не забывать свои традиции. Традиции, известные не только на Кавказе. Должны сделать все, что от нас зависит, чтобы все это наше великое достояние наших предков сохранить. Мы не разделены, мы только можем разделиться по речи. А так никаких адетов, никаких этих у нас нету на Кавказе. Великое счастье сохранить братство. Богаче этого ничего на свете нету. Все богатство приходит и уходит. А вот это человеческие достоинства, которые присутствуют у людей, это самое главное. Вот это мне радует. Вот вас сейчас представители ингушей, чеченцев, когда увидел, у меня показалось, что голова немножко выше стала. Очень большое был благодарность. Большая благодарность. Есть такой момент. Жизнь это протекающая. Приходит и уходит. Но самое интересное, что мы никогда не можем забыть ни чеченцев, ни ингушей. Не можем забыть. Потому что это были самые трудные дни, были братьями. Это незаменимо. Никогда никто это не отнимет у нас. Великая радость. Ну, мы сегодня приехали в город Анальчик к своим братьям, чтобы разделить их боль, посочувствовать их боли и быть вместе с ними в трудную минуту. Были как наши предки, и мы постараемся быть подражанием нашим предкам. Батырбек Кишев. Батырбек, очень приятно. Сегодня вы видите, чтобы разделить с вами вашу скорбь, здесь прибыла делегация из Чечни и Ингушетии от общественного движения «Достояние Вайнахов». Скажите, рады ли вы видеть здесь два флага двух республик, Чечни и Ингушетии, и делегацию представителей Чечни и Ингушетии? Очень приятно, что приехали. Это скорбь всех, и для ингушей, для чеченцев, для болгарцев, карачаевцев, для кабардинцев. Это все пострадали общими взятыми. Меня зовут Гарасиев Асланбек. Сегодня я здесь как член общественного движения «Достояние Вайнахов». Пришел выразить свою скорбь и свои соболезнования выразить всем, кто здесь присутствует, и всем нашим народам, всем нам. Это наше общее горе, и я сегодня здесь по зову души. Владимир Мурадин Хисаевич. Спасибо большое за поддержку. Дай Аллах, чтобы такой
случай больше не был ни у нас, ни у ваших народов. Что вот так, в такие времена, чтобы друг друга поддерживали. То, что балкарцев выслали 8 марта, день праздника, когда Советский Союз праздновал 8 марта, а балкарский народ выслали 23 февраля, день Советской армии, выслали войнахский народ, ингушей, чеченцев. Вот мне как-то обидно, почему у одних народов праздник, а над другими делают трагедию и геноцид. И сегодня как-то не по себе, потому что кто-то празднует, а кто-то у кого-то трагедия. И хотелось бы тот, кто празднует, чтобы он пониманием относился к соседу, к брату. Когда у человека трагедия, но не может сосед праздновать это. Не может быть, чтобы человек радовался в тот день, когда у соседа трагедия. А для нашего народа это не только там трагедия, умер там человек, это трагедия над целым народом. Трагедия, когда весь народ, войнахский, балкарский, карачаевский, народы, которые воевали, легли на полях сражениях, и одновременно ихних детей, матерей, отцов выселяли в скотских вагонах безжалостно. И вот это отношение как-то не по себе. Меня зовут Расул Созаев. Я представитель по связям с общественностью общественного движения «Наша республика». Я приветствую наших дорогих гостей, которые приехали поддержать нас в наш памятный день, когда мы чтим нашу историю, когда мы чтим тот траур, который постиг не только наш народ, но и соседние братские наши народы. Мы вас рады приветствовать у нас. Мы, как представитель общественного движения «Наша республика», выступаем за то, чтобы между нашими народами, между народами всего Северного Кавказа была только дружба, мир и братство. Чтобы вот этот термин «разделяй и властвуй» никогда не действовал на территории нашей родной земли. Еще раз с приездом вас. Ассаляму алейкум. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Председатель общественного движения «Наша республика» Джамал Сузаев. Мы, братья, приветствуем вас на нашей земле. И дай Аллах долгие годы, чтобы к нам приходили люди только с добрыми помыслами, добрыми планами. Аминь. И были кунаками наши. Видя флаги наших братских народов, гордость переполняет эмоции и чувства. Это, конечно, дает нам стимул для дальнейшего развития дружеских отношений. Конечно, мы не разделяем нации, мы не разделяем конфессии. Для нас люди все равны. Мы хотим жить в мире и согласии, уважать традиции и обычаи других народов. Тем более чеченцы, ингуши, кабардинцы и другие народы, населяющие Северный Кавказ, для нас родные и близкие не только по духу, но и по крови. Я желаю мира и счастья и процветания всем жителям нашего. Что я могу сказать нашим братским народам, чтобы вот только в мире и процветании мы жили долгие годы. И главное, не забывать наше прошлое и ценить то, что мы, не потеряв, в те трудные годы сохранили до сегодняшних дней. Я желаю мира и процветания и долгих лет жизни, чтобы вот только в поддержке и в мире мы жили под мирным и чистым небом.
Ассаламу алейкум. Меня зовут Марика Хубиева. Мы от лица своего народа хочу сказать спасибо большое вашей делегации, что наши братья чеченцы и ингуши приехали сегодня к нам. Мы всегда любим, уважаем братские наши отношения, которые заложены еще немного веков назад. Дай Аллах, чтобы и дальше также продолжалось, чтобы мы также ценили, как наши предки друг друга ценили, также уважали и также братские отношения свои держали. Ассаламу алейкум, Мухаммад. Ва алейкум ассалам. Исхал эту букха войнах камакхан, ногчишка галгашка. Я она войнах камакхуадас. شيء الله عبرت بيزم يغير مواقع وين ويلي تغنى تقوز عديح كده وبالكارتش بولش ويلي بولش تغنى يرجع عبخ تعدده آخر ساعة خد دولش تغنى غين تسخوش حمد أحتر هديش ويدي بريجش عبخ تا مغنبي حن عبخ تا خمدو خيقي واتش فخن از فقدر يالش از ديخر ددر يتر مال بولح مال بوزع مال بولش بوجرشك شي الله صحبرت بولش حنت إيغ وجري مديوي از ده حساج أمالش سلوسش تعش خد دروي هل جوا ديالجر ديخر دشوك هل دال دخ دوخ ديشوا صحبرت بولش داخل دروي ودنيا تربيت عدا حمده شان بيقولك ازدل بيت صهي الله دوخ دولش السلام عليكم سلام أشهدو وي كيجيش ناخي قدو سلام أشهدو قال أشتكدون أسوي قصده كر وتعير حدين ده وين يقي ماشو خليل لؤش وين بس خليل لؤش وين ليش بالخاص ليش بالناخنا يرهم وين ديزك دوتي خوش وين ديكش أردول دوي خوش بس بوي لؤش شن ليل وستك إلا بالله وليل وستك ويرجع وحار ديك بولغن أردول دوي خار وينه سقام دوي خار وكيجيش ناخك إدو وقال إلا بالله أخيرا الله دارش تاع بيرتي يدوخ بيرك تو تعقام خلاره است ويز ووش علارم خلاره برت خلاره وين وسار وليلو صباحيك سنو دوي خوش سن ليلو تقوي يرحل دال وي ديش تاخذ دو يرديه بردو تحي دال بيرتي